Мы сюда во главе с руководителем фракции «Единая Россия» Магомедом Алисхановым приехали для того, чтобы вам передать вот эти денежные средства. Это утро для Залины Хамхоевой начинается с приятной неожиданности. Парламентарии вручают женщине крупную сумму денег, которые позволят закрыть многие вопросы с внутренней отделкой дома. Залина 1,5 года назад с 3 детьми осталась без мужа. Основание этого дома ее супруг заложил еще при жизни, но внезапная кончина не позволила закончить начатое. В 2015 году, да, июля, потом прошлой весной мы приехали. Так, спустя месяц, как мы приехали, вот сейчас уже мерзей, зарно остудятся, ценош халдеи, тхота были, свет хачилай. Сейчас женщина вместе с детьми живет в маленьком вагончике. Благодаря тому, что родственники по мужу взялись за дом, удалось выполнить все самые основные работы. Правда, нерешенных задач остается еще много. Необходимо проложить новое отопление и полностью отделать дом изнутри. Вагончик во дворе, просто зимой жить невозможно. Там холодно бывает. Сейчас в данное время... Ну а сейчас за какое время вы можете хоть что-то, вот несколько пунктов хотя бы делать, чтобы они могли бы хотя бы... Ну, если как бы у нас по финансам получится, мы месяца 1,5, я думаю, уложимся уже внутренними обделками. Хорошо. Ну вот, смотрите, вот первый транш мы сейчас покажем помощь, по ходу посмотрим, чем можем еще помочь. Помочь со строительством дома Залина Хамхоева попросила у партийцев еще во время предвыборной кампании. Тогда женщине представители партии «Единая Россия» обещали решить вопрос. Сейчас вновь избранные парламентарии своим примером доказывают, что слов на ветер они не бросают. В то время мы не могли оказывать помощь, тем более финансовую, потому что это было бы расценено как подкуп избирателей. Сегодня мы свои обещания приехали выполнить. Мы обещали, что приедем, что мы поможем финансово. Вот мы приехали во главе с руководителем фракции «Единая Россия» Магомедом Алисхановым. Мы депутатский корпус, это от партии «Единая Россия», поэтому все, что мы обещали в течение 5 лет, мы обязательно все исполним. Сегодня и глава республики нас нацелил на то, чтобы повернуться к тем людям, которые сегодня нуждаются. У нас очень много вдов осталось, сотрудники правоохранительных органов при исполнении погибших. Это действительно первый транш. По мере возможности мы будем в дальнейшем оказывать эту материальную помощь. У нас есть многие обращения предвыборные. Мы постараемся дойти, ну, по крайней мере, до конца, дойти до каждого. Поначалу депутаты хотели сами закупить весь необходимый стройматериал, однако потом решили, что материальная помощь будет эффективнее. Так они смогут выбрать и материал, и купить то, что им необходимо. Залина признается, что не ожидала такого внимания. Я удивлена, Бактыревич. Я не думала, что так быстро отреагируют, приедут, помогут. Спасибо всем, кто помог, решил помочь деньгами. Это не разовая акция, отметили депутаты Народного собрания. Парламентарии обещают, что по мере возможности будут помогать обратившимся за помощью жителям. Зелимхан Калоев, Умар Газиев, Новости 24.